Дети – это радость, дети – это счастье, дети – это в жизни свежий ветерок. Нас не заработать, это не награда, нас по благодати взрослым дарит Бог. Вот так трогательно начался День белого цветка. Праздник стал финальной частью благотворительной акции по сбору средств для онкобольных детей. Помогали реализовывать данный проект в большинстве своем дети. Это и молодежный отдел епархии, воспитанники детских садов, школы, колледжи Рассашанского и Подгоринского районов. Поддержали эту инициативу городские, районные и областные власти. Одним словом, акция милосердия объединила очень многих людей. Потому что без взаимного такого труда невозможно достичь какой-то хорошей цели конкретной, которую мы перед собой ставим. И если мы ставим перед собой задачу оздоровить духовное общество, мы должны над этим трудиться все вместе, не одна церковь. Если мы говорим о физическом здоровье, то же самое, не на одной церкви должна быть инициатива проведения таких акций, а на всем обществе. И простые жители региона, и горожане, и предприятия, и общественные организации должны объединить усилия вместе с церковью, чтобы получить вот тот результат, который позволит нам сказать о том, что хоть на несколько человек, но в Воронежье появилось здоровых детей, не страдающих болезнями онкологии, имеющих какую-то радость, получивших импульс доброго настроения и желающих это доброе настроение потом передать другим. Акция «Белый цветок» проходила на территории всей Воронежской метрополии. В Рассашанской епархии неделя добра прошла с 15 по 21 сентября. Каждый желающий мог приобрести у волонтеров белый цветок и внести свой вклад в будущее больных детей. В акции приняли участие дети из всех школ города и района. Причем ребята добровольно на протяжении всей недели рассказывали людям об этом проекте, раздавали белые цветы. Убеждали людей в том, что учиться милосердию никогда не поздно. Мы стояли возле Ермака, раздавали цветы и раздавали такие купончики. Некоторые люди нам не верили, но мы им объясняли, давали купоны, они читали, а потом жертвовали, мы им давали цветочек. Много было желающих, некоторые просто молча уходили. Как показала акция, добрых и неравнодушных людей в нашем городе куда больше. Рассашанцы умеют сострадать чужому горю и помогать добрым делом, словом и средствами. Не остались безучастными от этого проекта и дети из Рассашанского социально-реабилитационного центра. Они своими руками сделали белые цветы, вложив в них частичку своей доброты и душевного тепла. Потому что это беда, которая может коснуться каждой семьи. Это та беда, которой нужно помочь. Дети нуждаются в помощи, заботе, и своим участием мы вносим лишь малую долю помощи больным детям, это раз, и потом мы приучаем своих детей к состраданию, к милосердию, к великодушию, что я считаю очень важно на сегодняшний день. День белого цветка прошел очень красочно и массово. На Соборной площади развернулся большой детский праздник с конкурсами, играми и благотворительной ярмаркой. На импровизированной сцене выступали коллективы Подгоринского района, артисты Рассашанского драматического театра «Арамс», а также ребята, входящие в состав молодежного отдела Рассашанской епархии. Здесь же прошли и настоящие мастер-классы по рукоделию. Посетить их мог любой желающий. Одинаково живой интерес к ним проявили и дети, и взрослые. Своими руками они сделали различные поделки под руководством опытных народных умельцев. Брали ткань, нитки, иголку, и получился колобок. Благотворительная акция «Белый цветок» показала, что нельзя оставаться в стороне от чужой беды. Надо быть милосердными и чуткими, передавать эти качества подрастающему поколению. В ходе недели добра рассашанские волонтеры собрали более 150 тысяч рублей. Также в ближайшее время средства получат от волонтеров Подгоринского района, от предприятий района, городской и районной администрации. Все собранные средства будут переданы семьям, имеющих детей с тяжелыми онкологическими заболеваниями, для которых каждый купленный белый цветок стал по-настоящему белым цветком надежды.